Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Культура». С вами программа «Диалоги культуры» и я, ведущий Николай Пограновский. Сегодня у нас в студии, я даже волнуюсь, пригласили даму, красавицу. Спасибо. И мало того, что она, я ее давно знаю, но об этом чуть позже расскажем. Лика Пташук, так она у нас на радио числится, а на самом деле она была Анжеликой. Это ее творческий псевдоним. Работает на радио 20 лет, в отличие от меня. Я только 18, но с ее же наводки. Это Лика, поприветствую наших слушателей. Здравствуйте, дорогой Николай Михайлович. Очень рада встрече с вами в новой студии канала «Культура» Белорусского радио. Дорогие слушатели, здравствуйте. Нам сделал кто-то подарок, я не знаю, новая студия в новом году. Это непривычно. Мы обычно в такой прежней обстановке были. Ну, здесь ничего, комфортно тоже. Мне кажется, здесь очень приятно работать. Да, все тут вполне комфортно. И я рад тебя, Лика, видеть в этой студии. И объясню, почему нашим слушателям. Не потому, что мы коллеги. Коллег у меня много здесь на радио, но тебе я очень благодарен, что благодаря тебе я попал на радио. На самом деле я никогда не думал на радио работать. И случилось это, как выяснилось, 18 лет тому назад. Мой друг, скульптор в Варвашени Олег Николаевич, создал мемориальную доску в честь твоего отца. Да. Это 18 лет тому назад на киностудии «Беларусьфильм» было торжественное открытие мемориальной доски в честь твоего папы, режиссера Михаила Николаевича Пташука. И вот тогда я познакомился впервые и с тобой, и с своей мамой. Вот, надо пару слов сказать о маме, что мама работала долгие годы редактором на киностудии «Беларусьфильм». Совершенно верно, да. Вот, так что киностудия «Беларусьфильм» была окрашена такими большими именами, как мама твоя и папа Пташуки. Итак, я не буду перечислять фильмов, сколько снял твой отец. Я помню трагичный случай, когда он умер в Москве. Это было очень неожиданно для всех. Я не знаю, может, вы знали ее болезнь. Я был просто в шоке, когда узнал, что он поехал в Москву по каким-то делам и там же умер. Так вот, ну, не будем о грустном говорить. Лика, давай я, во-первых, официально тебе говорю на всю страну, спасибо огромное, что ты меня затянул на это радио. Я упирался, я говорил, не зачем, а что это мне радио, это не мое вообще, это... Я никогда не думал, что... Ну, всю жизнь пишу какие-то сценарии, пишу какие-то статьи, там... Николай Михайлович, нужно сказать, во-первых, о том, что для меня была большая честь пригласить вас на радио и большая честь познакомиться с вами в студии у художника Варвашени, который сделал замечательный барельеф на киностудии «Беларусьфильм» моему отцу, безвременно погибшему. Вот. И поэтому тогда канал «Культура» только начинал свою работу, и создавались новые проекты. И я, как режиссер белорусского радио, тогда была привлечена к этой работе, и тогдашний художественный руководитель, директор канала «Культура» предложила мне попробовать свои силы и организовать интересные проекты. Потому что я находилась в студии у художника, и вообще человек, который любит и искусство, и художественное искусство, и художников, и общается с ними с детства, и я выросла в этой среде, и у меня возникло желание сделать на канале «Культура» Белорусского радио, создать такой проект, посвященный художникам. Хотя казалось бы, что это абсолютно не радиофоничный проект, потому что если приглашать музыканта в студию, его можно пригласить с инструментом, можно поставить диск с его музыкой, с его исполнением. А казалось бы, вот такой проект художественный, где участвуют художники и, можно сказать, на пальцах рассказывают о своих выставках и рассказывают о своих картинах и о своем творчестве, но благодаря вам, благодаря вашему профессионализму, глубокому знанию темы и глубокому знанию мира художников и его пониманию, и вашему творчеству, я вспоминаю те прекрасные встречи, которые создаются вами вот уже 18 лет на белорусском радио.
И для меня большая честь, что вы сюда пришли, потому что вы занимались очень большими проектами в своей жизни. И Национальный художественный музей, да, и музей в Заславле художественный вы возглавляли. И настолько профессионально владеете этой темой, что я думаю, что лучшего собеседника, кстати, мне вас порекомендовали именно художник Варвашеня, потому что я искала человека, который владеет этой темой, который может приглашать художников и рассказывать о них, потому что это чрезвычайно важно знать об изобразительном искусстве Беларуси и понимать его, и приобщить к нему слушателя, человека, который потом пойдет, возможно, на выставку и посмотрит. Это настолько важно мне, и я просто счастлива, что мы через 18 лет, что вы продолжаете работу успешно очень. И я знаю, что у вас огромное количество слушателей и огромное количество поклонников ваших. И я каждый раз, когда вас встречаю на радио, я безмерно рада этому. Так что... Спасибо за комплименты. Но я бы добавил еще к этому совершенно напряжная работа. Я же параллельно был и главный хранитель, директор музея в Заславле. И я еще, кроме всего прочего, преподавал в Академии художеств на кафедре искусствоведения. И еще в художественном училище. Там открыли мы отделение реставрации. Да. То есть была напряженная молодость такая. Но вы находили время приходить на радио и делать интереснейшие встречи, интересные проекты. И я помню, что тогда этот проект был, по-моему, час. И вы человек абсолютно новый, незнакомый с радио и незнакомый с правилами ведения эфира. Настолько удачно сразу дебют у вас произошел, что все сразу убедились и порадовались, что Николай Михайлович Пограновский пришел на радио и работает вот успешно уже 18 лет. Это не комплимент себе самому. Это не комплименты, да. Иногда мне звонят художники, когда я заболеваю, там бывает пропускаю раз в неделю у меня выход в эфир, и звонят, спрашивают, все в порядке с тобой, все в порядке? Да, спасибо, все в порядке. Николай Михайлович, я помню, как вы меня приглашали в художественные мастерские. Благодаря вам у меня дома в моей коллекции находятся картины и маленькие скульптуры, сувениры, которые подарили мне с вашей легкой руки известные художники, известные скульпторы Беларуси. И это настоящая реликвия, и они у меня благодаря вам. Я очень рад. Спасибо. Я вспомнил такой забавный случай. Не буду называть фамилию художника, ему до сих пор стыдно за этот проступок. И ты участвовала тогда, помнишь? Я пригласил его в эфир, но он сказал, не забудешь? Не забуду. Эфир должен состояться, все по времени, все четко. Его нет, я не могла дозвониться. Я попросил тебя, чтобы ты его встретила и привела в студию. А я в это время рассказал его биографию, рассказал его творчество. И вы успешно провели эфир без него, без гостя. И пришла ты и пишешь мне. К сожалению, ваш не может прийти. Вот так начинался канал «Культура». Да. И я, честно, была в шоке, что делать. И ты пишешь мне на своих, что делать? А был Лазичный, по-моему, звукорежиссер. Не открывайте все наши секреты, я вас прошу. Не, это не секрет. Я пишу ему. Поставь музыкальную паузу. Элегию Масне желательно. Поэтому у меня с Элегией Масне связаны веселые шутки. Он поставил Элегию Масне в исполнении известного Шаляпина, а я в это время решил, набросал, что будет дальше. Я говорил, дорогие друзья, наш гость попал в аварию. Сейчас дает интервью там дорожной службе милиции. Наверное, слава богу, жив. Да, наверное, это надолго. А я в это время вам расскажу, это было 6 марта, перед 8 марта, давайте я вам расскажу о женщинах, которые повлияли на творчество великих художников. И пошел я, начиная от Пикассо и прочих. Звонит мне дама из Бреста и говорит, а можно о наших рассказать? Можно. Я рассказал и про нашего одного веселого человека, не буду называть его фамилию, тоже вышел за хлебом в тренировочных штанах, вышел в субботу вечером и вернулся только в среду утром.
Вот. И я Ну, мы творческие люди, да, творческие люди историю, иногда... не называя фамилии, эту историю рассказал. Да. Пришла наша директор канала «Культура» Екатерина и сказала: Николай Михайлович, и зачем вам эти художники? Будьте вы в студии один и рассказывайте ваши байки, истории, воспоминания. Я не сомневаюсь, что у вас бы получилось. Тогда возникло много интересных проектов, и вот уже 20 лет мы празднуем в этом году дату 20-летия канала «Культура». Можно много рассказывать о событиях важных, таких исторических. А я хочу поздравить всех наших коллег. И слушателей, самое главное. Слушателей, да. Потому что, на самом деле, это целая история. 20 лет это... Да. Правда, как выяснилось, я только 18 лет работаю, но все равно это большой срок. Конечно. Даже для юноши вырастает за это время. Поэтому хочется поздравить мне всех своих коллег. Коллег поздравляем. Да, пожелать им здоровья, вдохновения. И тех, кто давно работает, и тех, кто пришел недавно, и тех, кто еще придет к нам и будет работать. Потому что замечательный канал «Культура», я не буду его нахваливать, а то будет выглядеть неприлично. Единственное, я что попросил в свое время, это директор канала «Культура», я как-то поехал в Германию, и там язык плохо знаю, а мои друзья, которые меня пригласили, оставляют меня там в гостинице, чем мне заняться? Идти в буфет и пить шнапсы нехорошо, еще что-то, идти в публичный дом тоже нехорошо, хотя он рядом был. Я решил, что буду я слушать ночную программу, какой-то музыкальный канал у них. Только сплошная музыка, никаких, только иногда там скажут время, и все, и поехали дальше. Я тогда предложил, а почему нам не сделать ночные программы музыкальные? Ну, вы знаете, не только музыкальные. Они, вот, например, только и разговорные, да. Да. Дело в том, что я помню, как я начинала такой проект, как литературная антология, или продолжается этот, и бестселлер он назывался тогда, этот проект, когда в прямом эфире звучали замечательные произведения национальной и зарубежной классики. И я перечитала, вот вы знаете, не буду я перечислять всех авторов и все названия тех книг, которые я прочла и в записи, и в прямом эфире. Каждый день приходить в эфир и читать. И самое интересное, что помню, когда я начинала, у меня было такое впечатление, что, наверное, канал только открывается, и слушателей мало. И меня никто не слушает, я там читаю потрясающие произведения литературные, наверное, меня никто не слышит. И я, вы знаете, настолько была свободна и настолько отпустила себя вот творчески, как исполнительница, как актриса, и делала так, как мне нравится. И вы знаете, самое удивительное было то, что когда впервые была первая дата канала «Культура», 5-летие, а потом 10-летие, были встречи со слушателями. И вдруг я увидела глаза своих слушателей, я увидела их достаточно большое количество, которые тогда пришли в музей навстречу. И когда они подходили ко мне и благодарили меня, и говорили: мы вас слушаем каждый день, такое удовольствие, спасибо вам огромное, дайте нам автограф, вы представляете? И я раздавала автографы. Для меня это было, вы знаете, такое потрясение, и я поняла, что на мне огромная ответственность, что меня действительно слушают, и у меня достаточно, я не хвалюсь, достаточное количество слушателей, а самое главное, что они остаются, они никуда не уходят, они остаются с каналом «Культура» на протяжении вот уже 20 лет, они остаются со мной, спасибо вам огромное. И для меня их внимание как исполнительницы, как режиссера, я поставила несколько радиоспектаклей за последние 3 года в качестве режиссера, как исполнительницы литературных произведений разных. Помнишь, хотя бы там приблизительно до 10 посчитать? 210, 350. Нет, ну что вы, я... Николай Михайлович, вы знаете, я вам открою секрет. Я, как человек творческий, по математике имела 3 с натяжкой в школе. Я была гуманитарией, поэтому я никогда... Вы знаете, и у меня есть хорошие примеры
больших творческих личностей, которые не подсчитывают свои роли и не подсчитывают свои произведения. Они у меня не на счету, понимаете, они у меня в памяти, они у меня со мной и живут во мне до сих пор, да, вы не удивляйтесь. Я иногда иду на работу и проигрываю, и то, что я уже прочла, и я возвращаюсь в этот материал литературный, и я вот думаю, ах, а вот сейчас я бы немножечко по-другому его прочла, ах, вот если бы повторить, понимаете, и для меня каждая книга, каждое прочтенное произведение литературное, как мой ребенок, хотя у меня тоже есть дети, вот, но это мои творческие дети. Да, у меня сын взрослый, он уже женился, у меня есть внучка, я вот так вот немножко расскажу. Вы меня просили об этом перед этим. Да. Вот, поэтому я вам хочу сказать, что на самом деле я абсолютно счастлива работать на канале «Культура», особенно последние годы. Я пришла уже сюда в качестве полноценного работника, вот, потому что раньше я совмещала и работаю на Первом национальном канале, и на канале «Культура». Теперь я являюсь работником, только сотрудником канала «Культура» Белорусского радио и совмещаю его с Первым национальным каналом. Okay. Вот. Раньше, немножко... Но на самом деле Белорусское радио — это единая организация, Белтелерадиокомпания, и для меня неразделимы особо каналы, которые здесь существуют, и Первый национальный канал, и канал «Культура», основные его каналы Белорусского радио. Поэтому я с удовольствием работаю везде, на всех каналах. Я думаю, да, знаешь, о чем подумала? Что был бы жив твой папа Михаил Николаевич Пташук, ах, если он бы. тобой гордился бы. Ой, если бы. Я сомневаюсь, я каждый раз вот думаю, гордился бы ли он мной? Гордился, я абсолютно уверен. Я признаюсь себе честно, когда наш директор канала, спасибо ему, что он придумал взять интервью у работников канала «Культура», я очень рад этому, и мне два нужно было персонажа пригласить. Я Винярского Олега и тебя пригласил, потому что я очень люблю иногда слушать ваши радиоспектакли. Спасибо большое. Самое удивительное, что и радиоспектакли, которые вот за последние 3 года, удивительные работы, которые получилось сделать вместе с Владимиром Анатольевичем Трепенком, который является директором канала «Культура» уже несколько лет и руководителем проектов радио, связанных со всеми постановками радиоспектаклей. Вот. Мне кажется, что у нас получились удачные, интересные работы, очень неожиданные и современные спектакли, и мы создали радиоверсии спектаклей Купаловского театра, такие, которые уже являются историей его. Вот. И я очень рада была поработать и над этими работами. Надеюсь, что продолжится работа над радиоспектаклями. Был проведен в прошлом году очень интересный радиоконкурс, радиопьес. Мы отобрали несколько интересных произведений. Надеюсь, они получат жизнь. Я тоже надеюсь. Ну и такой вопрос почти личный, но не совсем личный. Не смущайся, он такой наполовину личный. Когда-то речь шла о создании мемориальной комнаты музея в честь Михаила Николаевича Пташука на киностудии «Бережье». Эта идея заглохла? Николай Михайлович, вы знаете, я ношу эту идею с собой в сердце, и я надеюсь, что когда-нибудь это произойдет, потому что сейчас, в данный период времени, музеем является дом, квартира, где жил мой папа, где жили мы все, начинали жить. Но вот как-то потом немножко расселились, но основным местом нахождения мемориала, скажем так, является наша квартира. И поэтому абсолютно, если кого-то заинтересует, я сейчас несколько слов скажу о деревне Федюки Ляховического района Брестской области, родине папы. Вот я хочу поблагодарить этих людей, которые сохранили его дом родной, потому что папа считал это главным домом в своей жизни, дом в его деревне. Вот. И они сохранили этот дом, они подремонтировали, и там было очень большое событие, и
ряд мероприятий, посвященных памяти моего отца. В прошлом году я ездила на эти встречи, встречалась со зрителями, со слушателями, рассказывала о папе, участвовала там во всем, в чем могла. И я счастлива и благодарна всем, кто причастен к сохранению памяти. Кроме того, те 2 улицы, которые существуют, одна в Минске, в Лошадце Михаила Пташука, и в Ляховичах, вот, где тоже находится мемориальная доска, я очень благодарна, что они есть, и что туда желающие даже могут поставить цветочки. Я очень рад. Я этого не Я знал, очень благодарна за это, да, всем, кто, районе, да, всем, кто участвовал, кто причастен к сохранению памяти моего отца. Ну, потому что вообще сохранение памяти — это очень важно. Без прошлого нет будущего. Вот. І пока ми сохраняем то, що у нас было, наш язык. До речі, по-беларуску мы размаўляем на канале Культура беларускага радыё, гэта традыцыя. І мы скончым по-беларуску таксама. Вось так. До рэчы, гэта вельмі важна, тое, што захоўваецца беларуская мова на беларускім радыё, на канале Культура, і што большая частка, амаль усе праграмы ідуць на беларускай мове гучаць. І слухачы нас разумеюць. І наш галоўны здабытак — гэта слухачы. Але я возвращаюсь к нашей беседе, да. Я вспоминаю такой, у меня мой хороший друг, живописец, художник, скульптор, график. Он азербайджанец по национальности, да. Камиль Камал, Оглы и так далее. Длинно звучит, не буду, коротко скажу. Камиль Камал. И когда-то я был у него в мастерской, и там был атташе по культуре Ирана. Вот. И Аталаяхи, такой симпатичный поэт был, интересный человек. И там еще был студент, который же из Ирана, там, он работал в мастерской Камала, потому что не было где работать ему. И вот они перешли на персидский язык. Я был удивлен, что азербайджанец понимает персидский язык. А потом мне открыли глаза, говорит, 30 тысяч азербайджанцев проживают там, в Персии, бывшей вот Персии, видите. в Иране, да. Я был этого посвящен. Близкие языки, очень близкие. И вот этот Камал говорит, они перешли на персидский и говорят по-персидски, я ничего не понимаю. И Камал говорит, шановні сябри, але давайте говорить по-белорусски, и он не разумеет нас. Вот так, И, да. ну, он такой, он себя так называет, я белорус, осознанный белорус, хотя родился он в Грузии, все родители и родственники азербайджанцы, но он прекрасно говорит на белорусском языке, правда, с акцентом, это тоже хорошо и красиво. Ну вот, замечательно. Ну да, мне кажется, что это достояние канала Культура, то, что он сохраняет белорусскую мову, белорусский язык, белорусскую культуру, и сюда приходят замечательные деятели белорусской культуры, и звучит замечательная музыка белорусская, белорусские исполнители. И мы тут с ними вместе читаем белорусские произведения, и Василия Быкова, и Ивана Шамякина, и Владимира Короткевича. То, что мы сохраняем это важно. И что слушатели нас поддерживают, вот это главное достояние канала Культура, мне кажется. Вечные каштоўнасці. Вот такой вот слоган существует. Мы выбираем вечные, адвечныя каштоўнасці. И вот гэтыя адвечныя каштоўнасці, наша культура, наш язык, наши люди. Вот это и держит, наверное, секрет успеха канала Культура у слушателей. И они на самом деле наше главное достояние. Спасибо. У меня была такая встреча недавно замечательная. Извините, Николай Михайлович. Да. Пришли слушатели. Тоже неожиданно. Как я удивлялась тогда, когда было 5-летие канала Культуры, ко мне подбежали автографы брать. И вдруг мне сейчас приносят вот такой вот пакет с Новым годом, Лика, с 20-летием вас канала Культура. Я открываю там всякие... Вы помните, вы мне дарили всякие сувениры, да? И вот там всякие сувениры, птички. Я этих птичек раздала. Понимаете, ангелочки, конфеты. Мне было очень приятно. И они говорят, вы знаете, что есть люди, которые откладывают все дела и слушают канал Культура. И в частности, ваш проект литературный, и ваше чтение слушают. Я была так удивлена. На дачах, говорят, слушают.
Мне очень-очень приятно это. Спасибо вам, дорогие, за ваше внимание, за ваши подарки. Я всегда плачу, когда получаю их. Ваших ангелочков бесценные они для меня. И ваши птички, и ваши птушечки. Дякую вялікі. Ну, не мне за что. Я хочу подяковать наших слухачов, что они столько часу отдают на Уваги, уваги на каналу «Культура», потому что сапраўды гэта так. Сапраўды гэта так. Вось бачыце, мы перайшлі на беларускую мову. Все мастакі, якія слухаюць канал «Культура», пра астатніх не ўпэўнены. Толькі домахазяйкі і мастакі слухаюць упэўненыя гэтым. Вы ведаеце, насамрэч, таксама вядомыя асобы слухаюць, і гэта таксама вельмі прыемна. Калі я даведваюся, што мяне нават слухае наш знакаміты драматург, я яго часта сустракаю вось тут на вуліцы, з якім мы супрацоўнічалі і рабілі разам радыёспектаклі, і я нават чытаю яго апавяданні на беларускім радыё. І я сустракаю, он мне кажа: я цябе слухаю, цудоўна, ты працуеш ля мікрафона. О, дзякуй вялікі. Вось. Так што, не, можа, гэта не сціпла гучыць, але прабачце, сёння такі дзень. Мы адзначаем 20-годдзе канала «Культура» беларускага радыё. Я расказваю, і вы расказваеце пра працу, пра нашу работу. Ну, вось такая яна. Не ўсё так салодка, не ўсё так лёгка, як здаецца, але сёння свята. Са святам вас, даражэнькія. Я таксама далучаюся до твоих слов, Ліка. Так. Я спадзяюся, што тыя слухачы, якія нас слухалі столькі гадоў, будуць прадаўжаць слухаць і далей. Ну, а табе асабіста магу пажадаць яшчэ новых радыёспектакляў. Ой, як я жадаю. Як я жадаю гэтага. Насамрэч, цікавыя праекты. У мяне праца вельмі цікавая, якую з задавальненнем выконваю. Гэта «Вячэрняя казка», праект, які мы захавалі, якую ўжо больш за паўстагоддзя, якая гучала на першым нацыянальным канале, а зараз яна ў нас. Гучыць наша казачка, і нават яе дарослыя слухаюць, не дзеткі малыя, а дарослыя. Вось. І гэта прыемна. І пішуць, і тэлефануюць, дзякуюць. Дзякую вам за гэта. І амаль асабістае пытанне — это як паўплываў рэжысёр Михаил Николаевич Пташук на тваё далейшае жыццё, на творчасць, на выбор прафесіі? Ён мне даў жыццё, гэта мой бацька. Зразумела, кожнаму нам бацька дае жыццё, але ён мне даў жыццё ва ўсіх сэнсах, і мастацкае таксама. Я лічу, што менавіта дзякуючы яму ён мне падарыў радыё, ён сваімі ўражаннямі дзяцінства, калі ён хадзіў разам з матуляй сваёй у вёску слухаць радыё, такую талерачку чорную. Вось. Бачыце, мы размаўляем на беларускай мове, і як гэта арганічна. І калі ён слухаў гэтую талерачку разам з маці, яны слухалі навіны і радыёспектаклі, яны былі ўжо тады, так. І мы потым, калі сядзелі разам з закупачкам гарбаты і слухалі, таксама у нас заўсёды працавала беларускае радыё з дзяцінства. Я памятаю яго шыкоўныя праекты, якія з задавальненнем слухала, і якія былі вельмі папулярныя. І як я на вёсцы ў бабулі слухала радыёспектаклі Соф'і Гурыч. І бацька мне сказаў: вось калі б ты была, як Соф'я Гурыч, вось я быў бы задаволены. Ну, не адразу я прыйшла, але я ўсё ж такі да гэтага прыйшла, але я не толькі Соф'я Гурыч. Я Ліка Пташук, якая чытае, якая робіць радыёспектаклі. Спадзяюся, што яшчэ зраблю. А ніколі не шкадавала, што не пайшла ў тэатр працаваць? Слухайце, у нас зараз праграма ўжо скончыцца. Уже скончыцца. Слухали нас такі кароткі час, але тым не менш, дзякуй, што вы з намі, дзякуй, што будзеце яшчэ з намі. А ў мяне ў студыі была сёння Ліка Пташук, знакамітая радыёпастаноўшчыца. Дзякуй вам вялікі за гэтыя словы. Я была разам з Мікалаем Паграновскім, маім сябрам і знакамітым вядучым беларускага радыё канала «Культура». Дзякуй, да пабачэння. Разам з намі рэжысёр Ларыса Мара.
з якой я працую таксама шмат гадоў. Дзякуй, Ларыса, са святам.